10 часов и 2 минуты в Башкортостане. С задержкой мы начинаем очередную трансляцию программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Простите, дорогие друзья, за то, что третья у нас, судя по всему, ссылка задействована на данную трансляцию. К сожалению, такое иногда случается. Но это, наверное, не самое страшное. Хуже, что качество передачи данных от меня, конечно же, все еще хромает. И я вот не уверен, что вы можете быть уверенными, или точнее, я не уверен в том, что вы видите непрерывно хорошее качество связи. Но будем надеяться, что так или иначе, как в последнее время встречались, так и сегодня с вами поработаем. Работой в широком смысле называть тоже, наверное, не совсем правильно наши с вами встречи, которые носят больше терапевтический характер. Вот здесь мы говорим друг другу слова поддержки, здесь мы, в принципе, демонстрируем тот факт, что мы есть, что нас, в принципе, довольно много, мы не одни в этом мире, боремся хотя бы в своих мыслях со злом, с мировым злом, с масштабным злом, которое грозит уничтожить, если не все живое, то очень серьезную долю всего живого на этой планете. Одновременно печалимся, что большинство наших соотечественников не понимают этих простых вещей, что своим молчанием или еще хуже своим содействием наши соотечественники поддерживают укрепление и усиление этого самого зла мирового масштаба, которое действительно грозит уничтожением всему живому. Пожалуйста, пишите свои комментарии в чате трансляции. Вот я надеюсь, мы в ближайшее время в порядок приведем наши трансляции, лишние удалим, чтобы никто не путался, потому что вот неправильная трансляция, она уже явно не пошла. Вот, и, соответственно, остальные пойдут. У меня лично картинка вообще зависла. Ну, в общем, ладно, это у меня отдельный источник, соответственно, и не очень понятно. Давайте я пока прочту новости по итогам дня вчерашнего, я имею в виду 2 декабря, вторник. Ну, а дальше уже будем по деталям разбираться. Ну, опять же, устаревшая информация о том, что в Кремле проходит встреча Владимира Путина с посланником президента США Стивеном Уиткофом и советником и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча длилась на тот момент уже более 2 часов. С российской стороны в переговорах участвовали помощник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. На встрече обсуждалась новая версия плана по прекращению войны России с Украиной. По данным, которые были потом, встреча длилась около 5 часов, и там действительно, по их словам, все очень серьезно обсуждалось, но ни к чему конкретному не пришли. Это если коротко и ясно. Я не знаю, можно ли было ждать чего-то иного в данных конкретных обстоятельствах. Как пишет BBC, в начале беседы Путин обменялся любезностями со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Президент России через переводчика сказал американским представителям, что очень рад их видеть, и поинтересовался их прогулкой по Москве. Уиткоф ответил, что это была прекрасная прогулка и что Москва – великолепный город. Ну-ну. Владимир Путин перед встречей с американскими представителями во время выступления на инвестфоруме ВТБ пригрозил отрезать Украину от моря и расширить удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты. Атаки Киева по танкерам в Черном море. Также на форуме Путин прокомментировал положение дел на фронте. В частности, заявил, что Покровск в Донецкой области полностью находится под контролем российской армии. В Генштабе ВСУ это отрицают. Человек продолжает радоваться захвату всякого рода маленьких населенных пунктов, от которых уже ничего не осталось. Украинская военная компания Firepoint построит в датском городе Военсе завод по производству ракетного топлива. Предприятие должно начать работу в 2026 году, сообщает Bild на русском. Дания стала первой страной НАТО, которая разрешила украинскому военному предприятию разместить производство на своей территории.
Firepoint специализируется на выпуске ударных беспилотников и крылатых ракет, в том числе ракет «Фламинго». В Москве второй Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии участника войны в Украине Владимира Порфирьева, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. По версии обвинения, в марте Порфирьев, будучи пьяным, убил своего сослуживца и водителя такси. Затем он попытался убить очевидца и угнал машину. Свои действия он объяснил тем, что принял их за украинских военных, взявших его в плен. 19 лет человеку дали, но я думаю, что он в кратчайшие сроки подпишет контракт, и все у него будет хорошо. Какое-то время. Москва приглашает китайские компании построить в России заводы, заявил министр экономического развития Максим Решетников на форуме «Россия зовет», передает Reuters. В качестве примера он привел производство энергетического оборудования, которое остро необходимо российской экономике. Как напоминает Moscow Times, Китай, ставший крупнейшим торговым партнером Кремля после начала войны, пока воздерживается от значимых инвестиций в реальный сектор российской экономики. Китайцы знают цену таким вещам. Молодцы. Иногда бывают. Редкое яйцо Фаберже из хрусталя и бриллиантов, изготовленное по заказу императора Николая II, было продано на аукционы Кристис за рекордную цену. Его купили за 25 миллионов 700 тысяч долларов. С учетом комиссии сумма превышает 30 миллионов долларов. Так называемое «зимнее яйцо» ушло к неизвестному покупателю после 3-минутных торгов в Лондоне. Вот такую, значит, мы имеем с вами сводку. Вы пишете, все наладилось, то есть проблемы были не только у меня, значит, да? Картинка долго висела. Интересно, с какого момента я начал быть слышанным? Я хотел бы, чтобы мне коллега, что ли, сообщил хотя бы. Почему я сижу и ничего не знаю? Пожалуйста, хоть немножечко, можно же проснуться. Время 10 уже, в конце концов, на Урале. Да. Так. Ага. Картинка висела, получается, вы пишете, да? Но было слышно, хотя бы. Ладно. Дальше двигаемся. И что тут надо сказать? Да, все работает. Это я уже понял. Спасибо, Вадим, спасибо, Азат, Феруза с нами. И вообще ждем оставшихся. Друзья, я продолжаю, как говорится, мониторить ситуацию. Пишите те, кто в Башкортостане, в России. С WhatsApp все совсем плохо. Потому что вот мне сейчас даже уже с утра успели сообщить, что WhatsApp работает без VPN только на сообщения текстовые, а с VPN вообще никак не работает. Представьте себе. Это вот, конкретного человека. VPN у него рабочий, это мне доподлинно известно. Он смотрит наши трансляции, в том числе, вроде как иногда, другие запрещенные сети листает. А вот WhatsApp не работает с этим VPN ни в какую. Это очень, опять же, любопытный показатель. Рамиля пишет: здравствуйте, весь интернет кипит по эффекту Долиной. Вот так же люди живо встали бы против войны. Ой, это действительно целое веяние времени, если хотите. Эффект Долиной, казалось бы, относится лишь к конкретному узкому сегменту жизнедеятельности, да, к продаже вторичной недвижимости пенсионерами, добропорядочным гражданам. Тема, конечно, распространенная, вопросов нет, но она никак не касается всех россиян одновременно. А на тему обсуждения встали буквально все. Это, знаете ли, наводит на мысли о том, что люди рады обсудить что-нибудь относительно важное и незапрещенное, потому что все действительно важное обсуждать запрещено. И все это знают либо наверняка, либо догадываются. И вот им дали тему, которую вроде как обсуждать не запрещено. И все прямо-таки ринулись комментировать, делиться эмоциями, репостить и так далее, и так далее.
Что тут скажешь? В общем, из принципа «чем хуже, тем лучше» эта ситуация, конечно же, отрадна даже в некотором роде. С другой стороны, она обнажает, мне кажется, многие особенности того, как сейчас устроено общество, как люди вообще настроены к друг другу, в частности, к государству, в том числе, кстати говоря. Эта история показывает, как государству люди не доверяют. В общем, эту историю стоило выдумать, даже если бы она сама по себе не произошла. Вот. Ну, и всячески сочувствую, если есть среди наших зрителей те, кто стали жертвой, скажем так, этой ситуации, кто не может купить или продать, хотя я сильно сомневаюсь, что таких людей у нас много или вообще хотя бы кто-то есть. Вот, соответственно, что тут скажешь? Я долгое время вообще тему игнорировал сам для себя. Ну, думаю, Долина, там сумасшедшая старуха, что там с нее взять? Пришлось вникнуть в эту историю, действительно, что же там случилось, как пострадала девушка по фамилии Лурье, добропорядочная покупательница, и как теперь вслед за этим страдают многие другие такие же добропорядочные граждане. Ужасно. Ужасно. Вот Хаттабыч пишет: поддержим Орду. Вы, видимо, имеете в виду казахстанское независимое медиаиздание. Там главного редактора задержали. Я продолжение истории, к сожалению, не знаю, но не думаю, что там ситуация разрешилась в лучшую сторону. Кстати говоря, можно даже вот сходу посмотреть, что вообще на Орде выходит. Ну, в общем, вроде как издание работает. Вот они тут пишут о текущих событиях. Дайджест вторника. Угу. Ну вот Союз журналистов все-таки в Казахстане работает, и он обратился в верховные органы власти. Ну, в общем, как-то так. Ладно, эту тему повторять заново не будем. Давайте двигаться по нашим новостям в Башкортостане. Коррупционные дела у нас, как известно, цветут пышным цветом. И вот только одно предприятие «Башспирт» стало поставщиком целого ряда долгоиграющих коррупционных историй, некоторые из которых вылились уже в суды и в приговоры, некоторые только-только начинаются. Ну вот, например, гендиректор Башспирта Раиф Абдрахимов, нынешний, скажем так, директор, новый директор, остался под арестом. То есть человек новый уже под арестом. Значит, до 17 декабря на данный момент продлили меру пресечения в отношении данного друга Радия Хабирова. Обвиняется Абдрахимов в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Под этими действиями следствие подразумевает тот факт, что Абдрахимов не расторг заведомо невыгодные для Башспирта договоры аренды помещений в центре Уфы для магазинов «Тантана», ну, в частности, здание на перекрестке Кирова и Ленина рядом с гостиницей «Башкортостан», судя по всему, имеется в виду. Из-за этих самых несчастных договоров аренды ранее были осуждены топ-менеджеры Башспирта целый ряд. И у них были уже приговоры, значит, которые прошли апелляцию даже. Но вот кассационная третья инстанция вернула дела топ-менеджеров Башспирта в прокуратуру. То есть на новое, получается, прокурорское заключение и дальше на новое судебное расследование, если я правильно понимаю. Речь про бизнесмена Артура Хазигалеева, также известного депутата Горсовета в прошлом, про гендиректора Башспирта Рауфа Нугуманова и экс-директора торгового дома Башспирт Александра Компанченко. Значит, что стало поводом для возвращения дела в надзорное ведомство, неизвестно. Решение по существу Кассационный суд огласил накануне. Ходатайство прокуратуры было связано с несогласием с результатами следствия, из-за которых, по мнению обвинения, подсудимые получили чрезмерно мягкие приговоры. Вы посмотрите. Вот. Таким образом, там сроки 4, типа 4,5 года, какие-то штрафы.
все это может обернуться еще более суровыми решениями. Да уж. В общем, как-то так. Опять же, это новости и события, которые сильно бурных эмоций у меня лично много не вызывают. Вот. Ну, есть и есть, как говорится. Хотя, если копать глубже, некоторых людей из этих списков, как уж водится, приходилось знать лично. В общем, Артур Хазигалеев каких-то бурю положительных эмоций не вызывал, хотя был общительным человеком. Какое-то время был даже очень активным в общественном плане и готовым помогать разным общественно значимым проектам. Ну, кстати, на его деньги в Уфе открыто несколько памятников, скажем так, арт-объектов. Ну, например, мемориал памяти, я не знаю, почитания, посвященный ликвидаторам Чернобыльской аварии, в частности. Памятник Габдулле Тукаю у татарского театра «Нур». Это тоже на деньги Хазигалеева. В общем, человек такой противоречивый. Вот. Ну, здесь, опять же, надолго останавливаться, наверное, не будем. И дальше пойдем. Вот Стобабовна пишет о личном. Меня заблокировали на 3 дня в деревенском чате WhatsApp за то, что написала про учителей, что они и на выборах чудят, и Макс заставляют пользоваться. Ну, то есть совершенно безобидную вещь написали, очевидную, понятную, распространенную, и как бы никто даже и не сомневается вроде бы в том, о чем вы пишете, но вас заблокировали. Ай, правда, глаза колят, пишет Азат. Ну, возможно, сами учителя как раз-таки и имеют отношение к администрации этого чата. Это же, как правило, в деревнях интеллигенция, это одни из главных людей. Или члены семей, значит, этих самых администраторов имеют отношение к образованию. Все может быть. Учителя и вправду сильно стараются угодить власти. Я одна из 35 человек в классе, кто не установил Макс, пишет нам Юля. Ага, Юля, вы учитесь в школе, получается? Ничего себе, у нас есть и юные такие зрители, потому что статистика канала, как правило, показывает, что молодежи, к сожалению, у нас очень мало среди зрителей. Но, знаете ли, не установить Макс в одном, как говорится, экземпляре, это рискованно по сегодняшнему дню. Не то, что я одобряю Макс, нет, конечно. Да и вообще, какое мое дело и право одобрять и не одобрять такого рода решения. Но удастся ли удерживать оборону долго и без последствий, это же вопрос. Поэтому какие-то обходные пути, ну, единственное, это как бы альтернативный телефон, но, блин, это денег требует, конечно. Поэтому хорошего решения предложить, боюсь, не получается сходу. Вы родитель, Юля, замечательно. То есть вы, чат же родительский, ну, разумеется, да, и вы этого не сделали. Ну, тоже, как говорится, от этого решения, соответственно, не появляется сходу, да, в голове и предложить нечего. Но я думаю, вы сами думали тоже о том, как можно поступить в этой ситуации. Родителям сложнее. Угу. Но, с другой стороны, вот сейчас вот WhatsApp де-факто не работает. Ну, то есть обсуждать что-то, получается, уже перестает быть возможным. Я это, кстати, вижу по всем тем чатам, которые у меня остались в WhatsApp на российском номере. И даже те из них, которые были живыми до буквально последних дней, ну, прямо живыми, бурлили, они теперь едва дышат, какие-то разовые там сообщения от кого-то приходят, видимо, по случайной выборке. Вот. Но жизнь из WhatsApp на российских просторах, судя по всему, уходит окончательно. Особенно если учесть, что VPN конкретный вот не помогает. Может быть, другие VPN помогают, но, знаете ли, даже если так будет, в смысле с VPN будет работать, но это же значит, что все равно массовым явлением, универсальным средством общения WhatsApp перестает быть. Мессенджер, который стал привычным россиянам еще с 2012 года. Я вот помню хорошо, как он появился у нас и получил первое, скажем так, широкое распространение. Это был 2012 год,
когда еще далеко не у всех людей вообще были на руках современные смартфоны. Вот, тогда впервые кто-то мне показал WhatsApp, сказал, вот новая альтернатива ICQ, которая тогда доживала свои последние дни. Ой, даже чат любителей бардовской песни переводит в Макс, пишет Искандер Махмудов. Вот тена. Это какие-то глобальные чаты. У меня, кстати, в WhatsApp глобальных чатов не было вообще. Во времена сталинских и ленинских репрессий учителя писали списки людей на высылку в Сибирь. Поэтому все масштабные восстания против Советского Союза включали в себя убийства, в том числе и учителей, сообщают нам «Ведомости». К сожалению, это действительно приводные механизмы буквально режима и того, что делает режим в конкретное время. Мне посчастливилось учиться в школе замечательное время, с 89 по 99 год, и учителя в основном отличались нормальностью, скажем так, да, вот, и некоторые из них, конечно же, воспользовались новыми веяниями и давали нам очень широкие знания в своей области. И не было тогда необходимости как-то им выкручиваться, выеживаться, подстраиваться и так далее. Сейчас, конечно, это ужас. Более того, достойные люди, конечно же, есть среди этого сообщества, но либо эти люди затаились сейчас для того, чтобы как-то выживать, либо их уже выжили в другом смысле этого слова с работы, иногда даже из страны. У нас есть отдельные случаи уголовных дел в отношении учителей. Поэтому, конечно же, всех одной черной краской красить не хочется, но, с другой стороны, подавляющее большинство из них, конечно же, имеют негативную оценку с моей точки зрения, поскольку внесли свой ужасный вклад в то, что происходит сейчас. Я даже не говорю о том, какое воспитание они дают нашему подрастающему поколению, я говорю о буквально том, что они делают в ходе тех так называемых выборов. Так, песня про WhatsApp сочинена, пишет Феруза. Понятно. Так, Вадим пишет, что депутаты анонсировали, что внесут изменения в жилищный кодекс об обязательном использовании МАКС в общении с жителями. Ой, какой ужас. Не знаю, придется, видимо, все-таки и мне его протестировать как-то. Для этого что-нибудь надо придумать. Пока еще не пробовал. Так, значит, что тут надо сказать? Наши коллеги замечательные из американского медиапроекта выпустили интервью нашего потрясающего земляка, патриота, музыканта Алтыная Валитова, который рассказал о жизни в Соединенных Штатах Америки, где он с некоторых пор обитает и, в общем-то, подробно рассказывает о своей жизни в своем аккаунте в Инстаграм. Но одно дело личный Инстаграм, другое дело интервью с профессиональными журналистами. А здесь у меня нет никаких сомнений, что интервью брали именно такие люди. В всякий случай напомню, что Алтынай Валитов – музыкант, танцор, рэпер, который эмоционально в слезах высказался по следам баймакских событий, довольно жестко высказался, после чего был вынужден бежать для того, чтобы обезопасить себя и свою семью. Родился он в апреле 1992 года в деревне Байназарово в Бурзянском районе Башкортостана. Вот. Еще в 2013 году прошел в кастинг в проект «Большие танцы» на канале «Россия», где дошел до полуфинала. Вот так вот даже бывало. Работал он акробатом в составе танцевально-цирковых коллективов в Турции и Египте, а также в коллективе заслуженной артистки Башкортостана и Татарстана Гузель Уразовой. Соответственно, участвовал в защите Шахана Куштау в 2020 году и выступал в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова. Подробности того, как его жизнь протекает, я думаю, что вы сами можете прочитать. Но главное, что вынесено в заголовок: «Нельзя жить только прошлым, нужно двигаться вперед», сказал Алтынай, помимо прочего. И это вынесено в заголовок как, наверное, ключевая мысль. Молодец Алтынай. Судя по тому, как он выглядит в своем инстаграме, могу сказать, что он двигается, не сидит на месте. Иногда публикует сообщения о том, как он тоскует, но в целом путешествует по Соединенным Штатам за рулем автомобиля. В общем, как-то живут они в большом доме, насколько я понимаю. В общем, молодцы.
Таким образом, многие из нас, в общем-то, друг на друга смотрят, соответственно, да, и пытаются делать что-то, чтобы как-то свою жизнь и быт налаживать. И ваш покорный слуга к концу уже 3-го года пребывания может сказать, что в общем и целом, если брать какие-то атрибуты привычной жизни, жизнь вернулась на привычное русло. Вот. Я не знаю, если говорить про какие-то общебытовые вещи, понятно, что полностью она никогда не вернется к такой базовой версии. Вот. Но, может быть, это и не нужно. Ладно, это тема отдельной философской беседы. В общем, интервью Алтыная рекомендую. Жалко Алтыная, пишет Рамиля. Безусловно, жалко, но не только его в этом смысле. И, опять же, надо быть объективными. Ему в некотором смысле чуть легче, может быть, чем другим менее известным людям. Это с одной стороны. С другой стороны, наоборот, повышенное внимание в сложные моменты, оно, может быть, и не сильно утешает. У каждой медали, как всегда, 2 стороны. Так. Тут и про жену, в общем, и про детей, и так далее, и так далее. Смотрите, он там выступает даже уже среди каких-то зрителей. В общем, я думаю, что все самое интересное и самое лучшее в его конкретной жизни впереди. И, в общем, мы как-то переписывались, предварительно договаривались, что у нас тоже пообщаемся в эфире. Соответственно, я думаю, что, конечно же, мы это сделаем в обозримом будущем. Вот, лайки не забываем, напоминает Рамиля. Дорогие друзья, вас больше 50 человек, а лайков сильно меньше. Пожалуйста, не забывайте. Будьте так добры. Это действительно важно. Я вот тут пытаюсь понять... Ага. Да, вот, замечательно. Видео же у нас подготовлено про выступление Алтыная Валитова. Давайте немножечко посмотрим для того, чтобы закрепить данную часть. Like this trigger one lock go up ring thing also did my time I'll be like shy. Hi, how are you? My name is Nomad. I'm from Russia. You're my first public in US. I need your support. Can you sing with me like this? Ways, 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 ways. They burn me feel my ways, ways, ways. Just don't end to sing. They burn me feel my ways. Just don't end to sing. Hey, yeter buranda aşağı yeter kutu amaşa. Yarışa yarışa ya yalan dağlar amaşa. Tamırda kardeş aşağı işitim yürek tavuşum. Yalan erken yolda erkek başı. Ways, ways, they burn me feel my ways. Sing. Just don't end to sing. What's your style you doing, bro? I'm from Bashkortostan. This is middle country of Russia. My language, Bashkirian language. My style, Bashkirian style. Okay. Я же вернулся. Ну вот, таким образом, в, скажем так, район с неоднозначной репутацией, назовем это так, Алтынай сходил, выступил среди прародителей, так скажем, жанра, в котором он творит. И это замечательно. Я смотрю, там равнодушными некоторые не остались. Очень круто. Так что, я думаю, еще раз, да, все будет хорошо. Так, тут коллега, друг, подписчик сообщает интересную новость, которую можно затронуть. Она вроде устарела, но, в общем, любопытна в своей неожиданности. Коротко скажу. Житель Башкортостана скупил 10 тысяч сим-карт на чужие паспорта. 10 тысяч сим-карт на чужие паспорта. Это прям серьезное количество. 38-летнего жителя села Месягутово, значит, задержали на эту тему.
По версии следствия, мошенник незаконно использовал персональные данные более 10 тысяч россиян. Где он их взял, спрашивается, да? Ксерокопии их паспортов, как минимум, он где-то взял, чтобы эти сим-карты можно было оформить. И построил целую систему, которая приносила ему деньги. Начал он свои махинации с покупки в интернете специальных устройств, сим-боксов со множеством слотов для сим-карт. Далее в недрах социальных сетей он приобретал слитую в сеть личную информацию, ну вот те самые паспорта. На купленные паспортные данные злоумышленник массово регистрировал сим-карты. Вся эта схема в итоге проворачивалась ради того, чтобы сдавать эти сим-карты, сим-боксы с сим-картами настоящих людей в аренду неизвестным лицам удаленно. Ну в общем понятно. Всяким мошенникам действительно нужны номера, оформленные желательно на неизвестных лиц. И вот и услуги данного товарища могли пригодиться. В общем, абсолютно неудивительный момент. Вот. Вспоминаю молодость, 2005 год, когда мы в Евросети продавали мобильные телефоны. Помню, акция была у компании Билайн, что ли, я могу 50 раз бесплатно. В чем суть акции, даже не вспомню, но помню, что в одни руки мы тогда вполне официально отгружали по 20 сим-карт. Там бесплатные, что ли, они были. В общем, у нас был план очень большой. Нужно было, чем больше сим-карт, тем лучше. За них бонусы капали. Вот. И, соответственно, как-то мы людей убалтывали взять в руки по 20 сим-карт на один паспорт. Зачем? Люди это делали, если бесплатно. В общем, очень много времени уходило на то, чтобы просто эти договора оформить. Вот было время. Совершенно свободное, дикое в некотором роде, но интересное. Вот. Личные данные легко купить в Darknet любого россиянина, пишет нам Азат. Всегда хотел узнать, что это за Darknet такой, где его найти и что там найти можно интересного. Никогда не видел и не совсем понимаю. Вот. Видимо, что-то интересное. Так. Так, это мы все обсудили. Прекрасно. Тем временем жители Башкортостана хотят окультурить. Видимо, если верить замыслу, основателей, именно так они хотят поступить. Речь о том, что основан некий телеканал о культуре. Он называется «Сангат». В общем, название понятное. Вот. Тестовое вещание данного канала началось еще весной. Причем не где-нибудь, а только на Рутубе и ВКонтакте. Грант президентского фонда культурных инициатив на создание нового телеканала выиграл Центр современной драматургии и режиссуры Башкирии. Кто бы это ни был. Совместно с киностудией «Башкортостан». Есть предположение, что режиссер Булат Юсупов имеет отношение к этому, но это лишь предположение. В программе данного телеканала трансляции спектаклей и концертов, фильмы башкирских кинематографистов, видеогиды по музеям и документальные проекты о наследии региона. В будущем планируются интересные интервью с деятелями искусства и репортажи с культурных мероприятий. В Рутуб у канала 372 подписчика. Во ВКонтакте 110. Вот. Когда он и как войдет в хотя бы кабельные сети, «Коммерсант» никак не упоминает. Как-то имеется. Так, мне звонили из США и Кубы, из ЮАР даже мошенники. Набрали симки. Тут, знаете ли, когда сейчас мошенники звонят с международных номеров, не факт, что они звонят реально с симок этих стран и там находятся. Это все системы с подмены номеров. Мне тоже тут мошенники звонят из стран Балтии, типа из Польши и Швейцарии, причем подряд. Человек звонит, сидя я не знаю где, но у него номера меняются буквально в ситуации, в моменте. Но самое интересное, друзья, не это. Я тут вспомнил, я не рассказывал. В конце прошлой недели я ответил на звонок с российского номера, на российский номер, собственно. Редко это делаю. Тут почему-то подумал, что может быть что-то важное. И вы знаете, мне звонили, чтобы предложить контракт и отправиться на СВО.
это просто потрясающе. Раз там в несколько месяцев отвечаешь на входящий звонок с незнакомого номера, и тут же попадаешь на вот этих вот товарищей, которые предлагают контракты. Это, видимо, целое социальное явление. Напишите, кстати, как там. Они же, скорее всего, звонят разным людям, может быть, даже и женщинам тоже. И как часто они звонят, что они рассказывают, кто это такие, кстати, что это за рекрутеры. Это явно же не представители Минобороны, это какие-то, ну, скажем, посредники, которые на этом обогащаются. В общем, у меня разговор, разумеется, не состоялся, я почти в грубой форме отказал. Вот. И знаете ли, они не стали настаивать, они вежливо попросили прощения, и мы распрощались. Вот как-то так. Нашли, кому, значит, предложить контракт. Хочется иронизировать на эту тему. Так, что интересно, в России легко купить оригинал сейчас. Его очень много из фронта идет, видимо. Так. Искандер писал, думаю, что в то время, когда обычные россияне будут мучиться от отключения от интернета, у мошенников все будет тип-топ. Ну, например, мне доподлинно известно, что на фронте, так сказать, с российской стороны активно используется та же самая система, которая у меня не сработала. Я имею в виду Starlink Илона Маска. Официальных продаж, как вы знаете, россиянам нет. И вообще там запрет вроде как действует. Но есть обходные пути. Они покупают на так называемом вторичном рынке эти комплекты, подключенные к счетам каких-нибудь жителей Европейского Союза. Покупают, конечно, довольно дорого, насколько я понял. Там, по-моему, 20 тысяч рублей, что ли. Ой, 20, говорю. Больше даже за комплект. И абонентская плата у них почти 20 тысяч доходит. Ну, видимо, с накрутками всяких посредников. Вот, как говорится, всякого рода деятели, они найдут выход из ситуации для того, чтобы как-то можно было действовать дальше. Так, что я ответил предложившим? Я что-то такое характеризующее само СВО, скажем так, им сказал. И они поняли, что я отношусь к этому не положительно. Вот. Так. Вы про оружие писали, Азат. Угу. Ясно. Так, теперь республику стыдливо именуют регионом в официальных изданиях. Ну, знаете, в нормальные времена тоже часто для, как говорится, избежания тавтологий использовалось слово «регион». И это не было обидным каким-то словом, это было нормально, потому что через предложение мы видели Республика Башкортостан, субъект федерации, если хотите. Все это было. Ну, а сейчас, конечно, наверное, уже даже под запрет входят полные наименования, чтобы невдомек кто-то не помнил, что у нас есть основа государственности. Точнее, была когда-то в Конституции, сейчас уже не осталось, разумеется. Так, что еще осталось мне сказать? Вот, пруфы рассуждают о том, как из регионального фонда Башкортостана вывели 30 миллиардов рублей с помощью соды. Сода имеется в виду та самая сода, которая башкирская содовая компания. А региональный фонд имеется в виду тот самый фонд, который создан был еще при Муртазе Рахимове для того, чтобы иметь, скажем так, левые деньги, которые не подчиняются бюджетным правилам. Вот тут даже написано, в 2006 году был создан региональный фонд с благой целью управлять государственными инвестиционными ресурсами республики, поддерживать приоритетные проекты, создавать рабочие места через выдачу займов, лизинг и прямые инвестиции. Деньги Рекфонд получает через владение пакетами и долями республики примерно в 20 компаниях. Тут интересно, скриншот совета директоров приводится, среди членов совета даже бывший соратник Хабирова Азат Бадранов. Ну и тут, я думаю, просто не успели поменять. В общем, тут опять же много подробностей. Может быть любопытным, если тема интересная. Ну, опять же, главный лейтмотив, что
не совсем понятны денежные потоки, тем более, что в конце концов сода оказалась в руках семейства спарринг-партнеров по дзюдо известного политического деятеля, который грозит миру ядерной дубиной. Вот, поэтому, опять же, читаем, погружаемся, если вдруг хочется тему изучить более подробно. Кстати, вот интересные воспоминания пишут нам ведомости. Теракт в Крокус, это в Москве, в марте прошлого года, я напоминаю, совершили с помощью автоматов Калашникова АК-12, привезенных контрабандой с СВО. Это чисто российское оружие, скорее всего, проданное террористам через Darknet. О как! АК-12, разве он не АК-47? Я, может быть, сильно отстал. У меня в голове только одна модель АК-47. Возможно, уже, значит, как-то по-другому они называются. Не знаю. Вот, мы тут с вами все про войну и мир, про другие сложности. Тем временем в Стерлитамаке перекроют улицу во время фестиваля «Гусь 2.0». Представьте себе. То есть пытаются идти в ногу со временем и придумали такое название. Зачем 2.0? Гусь сам по себе вполне понятный. Может быть, какое-то прилагательное. Эпитет подошел бы гораздо лучше вместе со словом «гусь», чем вот эти вот индекс 2.0, который значит, что типа это второе поколение чего-то там. Дело в том, что 6 декабря состоится на четной стороне улицы Худайбердина данный фестиваль. Что-то новое. Раньше ничего не слышал про такого рода фестивали. Что в этом мероприятии ожидать людям? Опять же, почему-то публикация Башинформа умалчивает, хотя это самое интересное. Гусь – прекрасная водоплавающая одомашненная птица, часть нашей с вами башкирской культуры, кухни. И это то, в частности, ну, что действительно вызывает определенную ностальгию. Благо, у нас здесь тоже гусь продается, скажем так, и по очень даже доступным ценам, поэтому иногда можно себе позволить. Особенно если он польский или венгерский. Вот. Но вот, знаете ли, сыровяленый гусь – это уже совсем другое дело. Имею в виду тот самый, который готовился у нас по бабушкиным рецептам, если хотите. Вот. Снега нет, какой гусь? Совершенно справедливо возмущается Стобабовна. Ну да, класс МС у нас все-таки это мероприятие, если оно как бы вот сопоставимо с тем, о чем я говорю, оно у нас традиционно проходило после установления снежного покрова, да. Я понимаю, а тут грязь кругом, трава растет и чуть ли не подснежники вылазят. Но вроде, кстати, прогноз погоды такой, что вот-вот пойдет какой-то там хотя бы мокрый снег, и температура в ночные часы будет ниже нуля. Удивительно, конечно, как погода себя ведет. У нас действительно все последние дни абсолютно одинаковая температура в Уфе, скажем, и в Берлине. Когда ночью там около нуля, днем до 5-6 градусов. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Были некоторые прогнозы, что в Европе в этом году зима будет холодной, чуть ли не рекордной по снегу там и так далее. Не знаю, пока рано делать выводы. У нас сосед был гусь 002, он сам себя так называл, шутит Фируза. Так. Альберт Абдулин возмущается по поводу сообщения Азата. Вот. Ой-ой-ой. Ну, не такие. По-моему, Азат пишет вполне понятные любому здравомыслящему человеку вещи. Вот. Я-то просто почему выше об этом говорил? Я говорил, что не было никогда нужды пытаться что-то там найти и вообще зайти в эти ресурсы. Вот. Хотя, например, те же самые коллеги-расследователи утверждают, что это замечательное непаханное поле для того, чтобы выуживать любопытную информацию. Вот. Да, это просто факты. И, соответственно, ничего страшного в них нет. Друзья, как вас сегодня много.
Это отрадно. Большое всем спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Как это обычно бывает, к середине недели поток наших зрителей как-то раскачивается, к концу недели снова падает. Вот. Не скажу, что у нас сегодня супер насыщенная встреча была. Добавлю, что нас помнят и вспоминают. Вот, например, пропагандистский канал Техас Хабирова. О, тут они даже какие-то новые еще, получается. В общем, помнят нас, помнят. Ну вот, например, вчера что-то было. Называют меня до сих пор агентом. Интересно, так чей же я все-таки агент? Работаю в иностранном агенте «Аспекты», а Техас называет меня агентом их влияния здесь. И они говорят, что я легализую оперативную информацию. Ага. Это по поводу того, что я предположил, что количество иностранных агентов из республики может увеличиваться еще на протяжении какого-то времени. Но это лишь предположение. Вы сами, я думаю, прекрасно понимаете, и в объяснениях в данном случае никто не нуждается. Благодарю всех за внимание, дорогие друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк и оставьте комментарий. Я каждый раз читаю все, что после эфира потом остается. Лайки ставлю минимум, кому-то отвечаю даже. Очень много теплых, добрых слов всегда приходит. И это то, что заставляет каждое утро в 5:30 пробуждаться вне зависимости от погоды, состояния здоровья и души. Вот, именно так. Поэтому будем вместе и дальше, пока у нас есть такая возможность. Хорошего всем дня, будьте здоровы и пока.